У меня, когда высокий сахар, у меня ноги отказывают. В кому впадаю. Да, это страшно, мне больше не хочется так. Мне в этом танце нравится вторая часть больше всего. Там мамина любимая есть, как сердце стучит. Дарья Шахтарина, 9 лет. Увлечение – танцы, рисование, собирание пазлов, чтение книг. Диагноз – сахарный диабет. Девиз – хорошо учиться, чтобы стать врачом. Мечта – работать детским врачом, лечащим сахарный диабет. Но мы с мужем стояли в очереди в органах опеки на удочерение. И вот там по какому-то вопросу я позвонила в органы опеки именно вот в один день. И мне вот, получается, они предложили. Не хотите, говорит, посмотреть 2 девочек? Ну, поэтому они, получается, в Бедеево-Поляне были в поликлинике. Здесь мест не было в Благовещенске, они были в Бедеево-Поляне. А у меня в Бедеево-Поляне родители живут. И я прям думала, как будто это знак свыше. Именно в тот день позвонила, когда их судьба решалась. Просто их должны были в детский дом отвезти. Поехали с мужем, взяли папу моего. Они вот издалека увидели моего папу. Дедушка, обниматься с ним стали. Как вот уйдешь? Че? Золушка с феей. Волшебница. С феей. Это не волшебница. Ну, можно и волшебница, и волшебница, и фея. Как ты понимаешь? И волшебница, и фея. Она что, и летает, что ли? Где крылья у нее? Говорила с крыльями, а их нет у нее. Что обманываешь? Обманываешь. Меня мама все равно, она у меня любая бывает, разная. И добрая, и злая, и расстроенная на меня даже. Один раз в школе в 1 классе Татьяна Сергеевна позвонила со слезами на глазах к маме и сказала, переведите на домашнее обучение. Потому что я бесилась в классе, вот на уроках разговаривала, ей надоело это каждый день замечания делать. Я перешла. Я 3 раза в неделю к учителю ходила на 1. Стараюсь теперь нормально себя вести, чтобы на домашнее обучение перейти. Достаньте, пожалуйста, чисто положите перед собой. Там еще есть одно задание. Все, посмотрите. Командная работа. Работайте все вместе. Можете подойти и встать друг к другу. В порядке возрастания. 46. Вот 45, 48. Когда пришла она ко мне в 1 класс, она была самая маленькая в классе. Как маленькая дюймовочка. Дети так ее называли. К нам пришла Даша Дюймовочка. Но Дюймовочка оказалась очень живая, общительная девочка. Она любит танцевать, петь, разгадывать загадки. Нередко она нам придумывает различные конкурсы. И ребята с удовольствием общаются с ней и участвуют во всех конкурсах. Ну а в учебе Даша тоже у нас отличница. Назовите, какое число среди всех этих чисел лишнее и почему. Дашенька, твой ответ? 5. Потому что она однозначная, а все остальные двузначные. Умничка, правильно. Хорошо, верно. Я утром проснулась, получается, у меня детей не было. А в обед уже как бы мне говорят, ну возьмите детей. И получается, к вечеру у меня уже дети появились. Мне самой морально тяжело было вообще. Я и к психологам обращалась, мы с Дашей обращались к психологам. Вот тут недостроено совсем. Недостроено. Как бы ты в комнате, кого бы ты поселила, Даша? Сестру. Ну, мама, вот на 1 этаже. Кто в этой комнате будет у тебя? Папа с мамой. Папа с мамой. А тут мы, братья, и вот. Сестры. Сестры. А Камила-то у тебя где будет? Камилка со мной. Молодец. С Дашей мы познакомились на подготовительных курсах, когда перед 1 классом у нас всегда подготовка к школе идет. Достаточно активная девочка,
очень много энергии неиссякаемой, она очень много идей дает. В общем, получается, взрослых постоянно занимает вокруг себя. Ну, у нас, получается, на особый ребенок, так как ограничена возможность здоровья, инвалидность у девочки, поэтому тоже особый такой режим нужно было создавать. Мы перестроили всю свою школьную жизнь, какая только у нас есть в классе. Ну, например, ребята не стали приносить в школу различные вкусности и сладости, которые Дашу бы, вот, ну, как сказать, сподвигли на то, что она бы тоже захотела съесть что-то сладкое. Потому что с ее заболеванием это категорически запрещено. Поэтому дети проявили понимание, родители детей проявили понимание и перестали давать детям сладости. У кого из вас были трудности в выполнении домашнего задания? Как-то вечером я приезжаю домой, она говорит, живот болит. Я предложила ей полежать, полежим, но думаю, может быть, живот пройдет, а живот не проходит. Время 8, время 9, а живот болит. Хотела ей помочь встать, и она встать не может. Получается, я ее подняла, поставила на ноги, а она падает. И тут она мычать начала. У нее, получается, речь пропала, и ноги начали подкашивать. Ну, я взяла ее, мы поехали в приемный покой. Подняли нас в реанимацию. На следующий день мы в Уфу уехали. И вот сахарный диабет первого типа. Красивое солнце у тебя получилось, такое большое. Наверное, можно дополнить еще другие лучики тоже напишешь, да? Я не знаю, что еще. Нормально. Нормально. Красивая. Сенсор нужен, чтобы мама смотрела сахар мой. Мама смотрит сахар, если плохой сахар, то мама ругается. У меня после танцев, раньше, когда я с танцев приходила, у меня сахар почему-то был высокий. Я не ела. Приготовились, поклон можно. И раз, шея, два. Первые 3, 4, плине, 5. Посмотрели на руку, 6, подтянули, 7, закрыли пятую, 8. Дарья занимается у меня третий год в детском хореографическом ансамбле «Задоринка». Пришла она к нам в 6 лет. Вот. Ну, несмотря на то, что ее маленький рост, она очень талантливая, целеустремленная, старается, чтобы все у нее получалось. Участвовать в конкурсе «Созвездие талантов» пришла идея вообще преподавателю со школы. Первый танец, который прошел в отборочный тур, назывался у нас «Бунт в саду». Он прошел в отборочный тур, мы вместе с Дашей работали над этим танцем, отрабатывали все элементы. А когда уже был финал, в финале она выступала с танцем «Кукла». Вот этот номер они подготовили вместе с мамой. Они все лето работали, отрабатывали элементы, они нашли музыку. И на эту музыку поставили танец вместе с мамой. А мы встречаем на сцене Дарью Шахтарину. Трудились все лето, выбирали композицию, решили такой озорной, шуточный, под ее возраст, под ее такой стиль поведения, так скажем, что она вот созорушка такая. Когда меня вытащили на сцену, я когда вылезла, я начала Татьяну Николаевну глазами смотреть. Не нашла. Потом постоянно, когда я поворачиваюсь в бок с левой стороны, я постоянно улыбаюсь. А на голоконцерте я не улыбалась. Я вообще маму не нашла там. Я испугалась, когда маму не увидела. Берегите мать от злого слова. Знайте, дети ранят всех больней. Педагог-психолог позвонила как-то ко мне весной и предложила, говорит, вот пришло положение на созвездие талантов, давайте поучаствуем. Как раз для вашей Даши, потому что Даша у нас ребенок-инвалид. Давайте поучаствуем. Я не очень-то хотела.
Мне не очень-то хотелось. Ну, это получается у меня вот обыденный образ жизни мой, а тут раз, давайте это конкурс, давайте это танец придумайте. Насколько я помню, с 3,5 лет вот Даша появилась в семье. Естественно, очень много проделано мамой работы, той, которая, в общем-то, как это, с молоком матери, да, передается. То есть здесь, в данном случае, вот, ну, я думаю, что это очень большой труд. Образ жизни до меня все равно сказывается. Мы не можем на улице пройти мимо всего, что лежит. Мы вот, допустим, если обычный ребенок кушал яблоко, она упала, как мы говорим, что упало, то пропало. Мы не берем. Но Даша может следом пойти и подобрать. Обращалась к врачам, и к психиатрам, и психологам, и неврологам. Но это останется на всю жизнь, сказали. Это вот даже она мне сама говорит, вот я у нее спрашиваю, ты же знаешь, что это нельзя, это грязно, что это нельзя, там, говорю, грязь, там, говорю, микробы. Она мне в ответ говорит, ну раньше же я ела, все нормально. Вот как ей сказать, раньше это было раньше, а сейчас это сейчас. Они в социуме вообще не жили. Мне порой первое время казалось, как будто их в черной комнате закрыли, потом выпустили из этой комнаты черной, и вот они как это, вот смотрят с большими глазами. Они вообще ничего не знали, кроме собаки. Вот, ну, может быть, и кошку знали. То, что есть кошка, есть собака. Всех остальных животных они не знали. Тяжело было, поэтому я от страха, что они не догонят своих сверстников, я от страха начала им предлагать детям в кружки. То в один кружок, то второй, то мы ходим на репетиторство, мы до сих пор ходим туда. Вот, чтобы они догнали своих сверстников хотя бы. Я боялась, что они к школе готовы не будут. Поэтому вот у Даши много кружков она посещает. В первой половине дня у нее кружки, потом у нее школа. Также и младшая Камила. У нее с утра школа, а после обеда у нее очень много кружков. Нежная, утонченная куколка Дарья Шахтарина. Когда я стану взрослым, мне хочется быть врачом, потому что мне профессия такая понравилась, доктора. Я буду детским врачом, лечить от сахарных диабетов.